Вечный романтик Дон Кихот вернулся в Казань. На этот раз в обновленном образе вместе со своей возлюбленной Дульсинеей. Премьерой балета Минкуса и Петипа «Дон Кихот» накануне в Казани открылся 28-й международный Нуриевский фестиваль. Этот спектакль не сходит с подмостков мировых балетных сцен уже 1,5 столетия. Еще совсем недавно в Казани он шел в постановке 1994 года, но в театре решили, что даже классика нуждается в переосмыслении. О премьере и обо всем интересном, что ждет зрителей Нуриевского фестиваля, расскажет Полина Кострицкая. Торжество танца, балет «Феерия» со множеством ярких концертных номеров. Открытие Нуриевского фестиваля в этом году стало по-особенному праздничным. А Дон Кихот в постановке Владимира Яковлева не просто титульный персонаж. Он появляется во всех сценах, борется за справедливость, спасает мир. Современный мир практичных и деловых людей этот балет возвращает в мир благородного мечтателя, вечного романтика. Владимир Яковлев сохранил классическую хореографию Петипа Игорского, но добавил в спектакль новые сюжетные линии, сделал его драматургически более насыщенным и динамичным. Эксперименты в декорациях. Художник-постановщик использовал компьютерную графику, 2D и 3D технологии. Дон Кихот – это все-таки фантазия. Фантазия человека, человечества, можно сказать. Поэтому хотелось бы здесь применить новые технологии. Ну и какой же Дон Кихот без верного оруженосца Санчо Пансы? Фаяз Валиахметов долго готовил характерную партию по фильмам, балетам и книгам. Здесь преданность друга, в первую очередь. Ну и, конечно, чтобы развеселить людей, он смешной, ранимый, да, тоже. Всегда вот готов все отдать. Кроме еды, конечно, для друга. На Испанской площади жизнь кипит. Здесь и трактирщики, и цветочницы, и тореадоры. В спектакле задействованы ученики Казанского хореографического училища и многие солисты татарского театра. В роли Испада накануне выступил Артем Белов. Пытаясь передать мужественный образ тореадора, хореографический текст косвенно показывает именно бой быка и тореадора. Но здесь же тореадор, он любитель женщин. Главные партии Китри и Базиля накануне исполнили солистка татарского театра Кристина Андреева и солист Мариинского театра Кимин Ким. Нуриев – это мой любимый танцовщик. Я старался как Нуриев, что не только техника, а плюс образ и еще вместе с чистыми и харизма. Известно, что Рудольф Нуриев особенно любил виртуозную, красочную и веселую роль Базиля. Выражал в ней свой юмор и жизнерадостность. Дон Кихот, как и каждый классический балет на фестивале, дань памяти великому артисту. В 1992 году, за полгода до смерти, он приезжал в Казань. Здесь, в театре, дирижировал балетом «Щелкунчик». До этого фестиваль классического балета еще не был нуриевским. Великий танцовщик лично благословил фестиваль и дал ему свое имя. Я попросил, говорю, Рудольф Хамидович, значит, балетная труппа хочет с вами как-то встретиться в балетном зале. Он говорит, я, конечно, с удовольствием. И вот он каждому подошел, поздоровался за руку, и каждому посмотрел в глаза. И потом я как-то на это не обратил внимания, но тогда, когда через полгода он ушел из жизни, да, я просто интуитивно почувствовал, что он прощался с балетным миром. То, что он дал свое имя, это заслуга и руководства, и балетной труппы в целом, то есть ее состояние. Он увидел за время пребывания здесь, в каком состоянии находилась балетная труппа. Уже тогда она была на высоком уровне. Нуриевский фестиваль в этом году проходит в 28-й раз, и в театре отмечают символическую дату – столетие со дня первого балетного спектакля в Казани. До этого были лишь вставки в операх и отдельные номера. Кто бы мог тогда подумать, что уже через 100 лет это искусство получит такое развитие, будет собирать тысячи поклонников. Попасть на Нуриевский фестиваль сегодня все равно, что выйти на счастливый билет. Исследований балетного театра в Казани немного, однако известно, что первый цельный спектакль был поставлен в сезоне 1914-15 годов.
Это был спектакль «Охота за бабочками». Он поставлен на музыку композитора Бела Келлера. Поймавший бабочку художник попадает к царице бабочек, которая обещает ему любовь за отказ от охоты за бабочками. Ну, в общем, какой-то такой наивный довольно-таки сюжет. Можем видеть, что балетные артисты столетней давности отличаются от балерин и танцовщиков, тех, которых мы привыкли видеть сегодня на сцене. Это и формы, это и рост, это и технические данные, безусловно. Сегодня же на Нуриевском фестивале можно увидеть представителей разных балетных школ. В этом году участие в нем примут 30 солистов ведущих театров мира – Большого, Мариинского, Ковент-Гарден, Нью-Йорк-Сити балет и других. В программе классика, а также авторские спектакли театра «Кармина Бурана» или «Колесо фортуны» и «Золотая Орда». 24 и 25 мая впервые в Казани с гастролями выступит Национальный белорусский театр оперы и балета. Завершится фестиваль по традиции 2 звездными гала-концертами. Полина Кострицкая, Андрей Ключников. Столица. Итоги недели.